Николай Алексеевич, мы у балагана, у юрты Платона Алексеевича Аюнского. Это точная копия? Это точная копия юрты, где родился наш великий классик Платон Аюнский. В балагане Аюнского вы встречаете своих гостей, и, конечно же, вы зажигаете огонь благословения. Конечно, это древний очаг. Очаг – это центр жизни якута, особенно в условиях очень суровой зимы. Тут грелись, тут собиралась вся семья. Давайте сейчас зажгем наш очаг. С маленькой такой искры разгорается очаг. Николай Логинов – один из самых известных современных якутских писателей, автор рассказов, повестей, исторических романов «Повеление Чингисхана», «Хунские повести», «Время перемен», которые легли в основу киносценариев театральных постановок. Родился в 1948 году в селе Тея Кобяйского улуса Якутии. Окончил физико-математический факультет Якутского госуниверситета, высшие литературные курсы при Литературном институте имени Горького, сопредседатель правления Союза писателей России, народный писатель Якутии, вице-президент Академии духовности Республики Саха-Якутия, заместитель председателя Всекитайского общества Лао Цзи. Его произведения переведены на русский, китайский, польский, сербский, киргизский и на языки народов Российской Федерации. Лауреат многочисленных российских литературных премий. Николай Алексеевич, у вас уникальный творческий опыт. Ваши произведения – это и поэтические, философские повести, рассказы, и очень многоплановые, такие эпохальные, я бы даже сказал, романы исторические. Вот как вы думаете, учит ли история? Вот есть такая, обычно понятие «история учит». А вы как считаете? А я считаю, что ничему не учит. Если бы история учила, если бы люди умели перенимать опыт несчастий, трагедий, было бы намного меньше. А, к сожалению, мы знаем, что буквально в течение жизни одного человека все забывается. 30 лет. Вот это классический размер. 30 лет. Все стирает. Как будто этого не было. И на этом основании, конечно, уже трактуется история по-новому. Сверхзадача является не то, как выявить какие-то забытые, недостающие моменты, а использовать новую трактовку для сиюминутных политических целей и задач. То есть политика очень влияет. Политика. И это было во все времена. Видимо, задача убедить общественность в каких-то делах, сиюминутных делах, то есть очень велика. Да, политики находят в историю поддержки своим каким-то идеям. Возможно, да. Так? Да. Это во все времена было. И в этом кроется очень много недоразумений и очень много очевидных фактов, в конце концов, искажается. Николай Алексеевич, в Москве на одной из встреч, в которых я присутствовал, один из российских писателей сказал, что Николай Алексеевич досконально знает древнюю историю Азии.
Это мы видим в ваших произведениях. Это была такая оценка, в общем, в целом вашего труда. Вы как изучали историю именно Востока, Азии? Ну, конечно, эта оценку я не принимаю. Досконально знать историю Азии, наверное, мало кому это доступно, тем более мне, военному писателю. А военное дело, как мы знаем, оно целенаправленное и как-то ограничивает и сословие целое военное, ну и автора тоже. Потому что если ты не сольешься со своими героями, то мало что получится. На этом основании, конечно, упрощений много. И, видимо, это необходимость. А так, знание истории Востока, это, конечно, ныне это очень большая задача, потому что история Востока очень много искажена. А вот для вас что стало толчком к интересу вот, в истории Востока? С чего началось? У меня интерес к написанию вот этого романа о Чингисхане возник от того, что разрушилась моя страна, Советский Союз. Конечно, это был огромный удар для каждого мыслящего человека, который ощущал себя гражданином этой великой страны. Это была глобальная трагедия, и это была личная трагедия для многих. И многие, конечно, сломались. У многих не хватило духу как-то найти себя, свое место, потому что все было разрушено. А у меня же совершенно склонности к историческим вещам не было. И подготовки тоже, честно говоря, тоже не было. Я был интеллектуальным писателем, относительно признанным, только начинавшим получать признание в мире. И я был поставлен в очень жесткие рамки, как дальше быть, о чем писать. И просто меня обстоятельства вынудили к написанию этого романа. Многие тогда говорили, что это дело безнадежное, никому это не надо, что империй таких нормальных не бывает. Империя — это всегда зло, империя всегда против человека. А я вот с этим не согласился и начал работать. И вы создали совершенно другой образ Чингисхана, не просто завоевателя, а объединителя. Да. Земель, народов, стран. Да. И это было, конечно, фактов очень много было, факты были очень яркие, бесспорные. И основываясь на них, я написал образ новой, другой империи, чем Западная империя, которая, завоевав страну, полностью вывозит из этой страны все богатства, а людей превращает тоже в товар и начинает людей продавать. А Восточная империя, на основании которой образовалась Русская империя, это была не колониальная империя, а наоборот, это была миссионерская империя. Такая империя, которая заботится о своих подданных. Это издревле так было.
Ну вот удивительно то, что как бы повела себя другая империя, завоевав Париж. Наверное, парижан, и особенно парижанок, превратил бы в товар. А как повели себя русские войска? После разгрома Наполеона. После разгрома Наполеона. Это удивительно, конечно. Это не только это разовость, это всегда так. Благородство. А вот Чингисхан всегда, в общем, привлекал, наверное, и писателей, ученых, и сейчас тоже остается таким, таким притягательной фигурой, да? Вот как вы думаете, в чем его притягательность как героя художественных произведений, кинофильмов и научных исследований? Это был удивительный человек, удивительная личность. Его конкуренты не раз сокрушались о том, что у Чингисхана, смотри, сотни незаурядных полководцев, а у меня ни одного, дурак на дураке, одни бездари. А человек умел выбирать, умел продвигать. Он пастуха делал командующим армией, а своих родственникам, своим прямым родственникам, двоюродным братьям, родным братьям никакой возможности не давал. То есть это талантливых он поддерживал? Он умел находить таланты и продвигал их, умел. Откуда, например, у пастуха опыт, боевой опыт? Но у пастуха светлая голова. Пастухов-то много, но он выбирал такого пастуха, который становился генералом. Вот, не каждый может. Вот, Николай Алексеевич, а еще какие-то белые пятна вот, в истории Чингисхана остаются, вот как вы думаете? Остаются, конечно, потому что не только ныне, во все времена оболгать очень просто. Искажать истину очень просто. И до такой степени все это делается, что потом восстановить истину становится крайне сложно. Немного осталось и документальных свидетельств, да? Да. И по каким-то косвенным восстанавливается истина. Ну вот ищут его могилу. Это вот вообще такой международный проект поиски могилы Чингисхана. Япония, Соединенные Штаты Америки, европейские ученые участвуют. Как вы думаете, найдут ли могилу Чингисхана? Ну, я очень опасаюсь этого, дай Бог, чтобы не нашли. Потому что я как-то думаю, что с этим связаны будут нехорошие последствия. То есть вот эта тайна, она должна оставаться, да, чтобы сохранить как бы мир, покой. Да. Ну, тут как раз вспоминают историю с останками Тамерлана. Да. Вот, потом вот Чингисхан, он все-таки, наверное, человек, который такой оказал воздействие вообще на развитие тогдашней цивилизации, мира в целом, да. Вот какое он оказал влияние на именно на Русь, на вот, народы, которые населяют сегодняшнюю территорию Российской Федерации? Как вы? Самую прямую, я считаю, вот веротерпимость. Вот не зря ныне многоконфессиональная страна.
Россия. Это терпимость и благородное отношение к своим подданным. Создавались склады на случай голода. Всегда лечили, продвигали, обучали, создавали школы. И никогда насильно не обращали в свою веру, как всегда, как принято во всем мире. Это единственная империя, которая настолько благородна и веротерпима. Но даже сегодня об этом говорить сложно, мало кто поймет об этом, потому что искажения очень много искажений. Вот, Николай Алексеевич, после романа «Появление Чингисхана» вы обратились к более еще древней истории, да, это роман «Хунские повести». Вот почему? Потому что я слишком много отдал сил Чингисхану. Это была очень тяжелая служба. Не знаю, как год, за сколько. Наверняка не за 2-3 года, а, наверное, больше. Поэтому я не был уверен, что я о чем-то сумею написать. А история стала родной. Я сроднился с миром истории, реальности истории. И поэтому я решил остаться в тех просторах. И я, конечно, сейчас не жалею об этом, потому что очень много находок, очень много интересного. Ну вот у вас выведен образ Ладзы, великого китайского мыслителя. И, как я помню, сами же китайцы, ученые, исследователи сказали, это образ соответствует их пониманию Ладзы. И сказали даже, что это вы практически единственный писатель, который создал такой образ этого философа, мыслителя. Вот почему Ладзы вас заинтересовал? Ну, мне приятно, конечно, слышать такую оценку, отзывы такие. Но я думаю, что это, конечно, немножко перебор, наверное. Я не такой тонкий писатель, как они думают. Я все-таки военный писатель, поэтому у меня больше упрощений, наверное. Но именно вот в этом заложен, наверное, некий успех, потому что в разломе, в противоречиях всегда проясняется какая-то истина, которая раньше была недоступна. Философ и военный, философ и генерал. Их видение, сталкивание их образа мысли, это, конечно, натолкнуло, наверное, на некий иной взгляд на этот мир. Вас же избрали вице-президентом Всемирного общества Ладзы. Я думаю, это же признание со стороны именно исследователей Китая, которые занимаются как раз изучением жизни, философии Ладзы. И они в 2018 году приезжали в Москву, участвовали, выступали. Так что я думаю, что это очень такая достойная оценка, да? И вот в переводе на китайский язык роман назвали «Границы». Вот почему
граница? Вы согласились? Потому что граница — это образное выражение, образное название. Очень много в нашей жизни определяет та черта, которая разделяет многие наши противоречия, в том числе и заблуждения, ошибочные или верные. Черта — это как граница разделяет мир. И многие недоразумения в мире из-за того, что эта граница иногда идет по каким-то сложным, по сложным отклонениям, таким маршрутом, да. То есть это такое философское понятие? Да. И граница, она всегда не вечна, она всегда связана с реальностью. Изменчиво. Да, она всегда меняется, но эта перемена всегда по жизни, по судьбе людей. Это не просто граница, а это очень серьезное дело. Вы всегда в одном из интервью говорили, что Лев Николаевич Гумилев один из ваших учителей. Вот как вы вообще сейчас бы оценили влияние Льва Николаевича Гумилева на ваше творчество? Самое прямое, я считаю, потому что я учился на его трудах, и вообще все мое мировоззрение состоялось, наверное, благодаря его трудам, его точке зрения. И я очень доволен тем, что я вот могу так заявить. Но я знаю, что вы также изучали труды и других евразийцев, вот это течение русской мысли. Вот кого вы бы назвали из тех, повлиявших на вас, на ваше мировоззрение, кроме Гумилева? Очень много, конечно, это евразийцы, это Иринжен Харадаван, это генерал Иванин, много-много. Савицкий, много. И все евразийцы, конечно, я считаю их своими единомышленниками, своими учителями. Вот в 1990-х годах, когда вы опубликовали полностью роман «Повеление Чингисхана», потом и позже «Мунские повести», они вызвали интерес среди якутян к истории, именно к древней истории. Мне кажется, это тоже один из важных составляющих писательского труда. Да, пробудить интерес да. к истории, тем более к такой древней истории. Да, конечно. Но все-таки мне, конечно, приятно об этом, когда обнаруживается интерес, такой, тем более такой широкий интерес, и который подкреплен реальными исследованиями. Но я перед собой не ставил такую задачу. Просто удивительно то, что так совпало. И когда я писал Чингисхана, тоже я не думал, что так быстро мир преобразится, мир придет к каким-то истинным пониманиям. Может быть, пока не полностью, но все-таки эти десятилетия прошедшие, они много сделали в переориентации истинного к истине, к правде истории. А вот ваш последний роман «Время перемен». Почему выбрали именно эту тему? 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 Почему выбрали именно эт
такое название, оно какое-то символическое для вас, знаковое? Ну, не только для меня, для Хунской империи это время перемен. Это накануне крупнейших событий, которые формировали большой мир. И, конечно, это всегда связано с трагедией. Прежде всего с трагедией всех народов мира, которых заставили эти перемены, застали перемены. Но главное и для самого хунского этноса, который в конце концов совершенно исчез. Ну вот сегодня многие исследователи, даже такие любители, указывают на то, что вот якутский народ, это предки якутского народа, это вот хунские племена, тюркский каганат. Вот вы как на это смотрите? Да, ну это уже доказано современной наукой, ну даже не только этнографически, не только там исторически, но по биоматериалам тоже. По последним исследованиям мы являемся одним из основных претендентов на это дело. То есть мы потомки хунов, Да, да. тюрков, древних тюрков. Да. Ага. Вот, то есть мы сегодня-то можем с полной уверенностью так утверждать. А вот интерес к вере тенгрианцев тоже как раз вот в 90-х годах он начинался, и сейчас тоже вот тенгри верили и хунны, и тюрки. Ну, это, конечно, но я это исследовал, эту проблему, но вот многие нынче восторженные поклонники хотят вернуть вот эту древнюю, утраченную веру. Но я не разделяю эту точку зрения, потому что это в прошлом. И возможно ли его пробудить, вернуть в наше время, восстановить? В этом я сомневаюсь. Ну, то есть уже это слишком много времени прошло? Да, да. А вот якутской литературы, историческую прозу начинал Платон Алексеевич Аюнский, да, своим рассказом «Керекен». Вот как вы считаете, сегодня есть ли писатели, которые бы именно занимались исторической тематикой якутской литературы? Ну, есть сегодня писатели, которые занимаются исторической тематикой, ну, такого, ну, последнего периода. Из молодых? Да, из молодых. Я считаю, что это будет продолжаться, и я бы очень хотел, чтобы они продолжали это дело. Вот, Николай Алексеевич, и еще у меня вот несколько вопросов. Мы еще, ну, это в далеком уже 1998 году я у вас брал интервью для журнала «Илим», и там были вопросы касательно о творчестве и о ваших взглядах на, так сказать, на земное и вечное. Я хочу повторить эти вопросы, да, такое блиц-интервью, скажем. Может ли творчество, прекрасное в данном случае, литература,
что-то изменить в жизни людей? Ну, прямо, наверное, нет, но я верю, что может, потому что читатели, мой читатель с 5 А-класса, сопливый, прочтет меня, и если в будущем он станет президентом страны, то, конечно, это мировоззрение его будет совершенно другое, ибо в этом участвовал я. Это, я верю в это, что самое прямое участие. Но это всегда не мгновенно, не быстро, а это всегда со временем. А вот кто ваш читатель тогда, такой вопрос? Для кого вы пишете? Пишу я, скорее всего, для этих будущих активных деятелей, наверное. Но я думаю, что не для сегодняшнего дня. Сегодня время перемен, время упадка. Сегодня, если меня даже прочтут, мало что поймут. Поэтому я не ожидаю от своего времени какого-то особого понимания. В чем же для вас в жизни самая большая загадка? Загадок много, конечно, но есть мистическая составляющая в каждом большом деле. Для меня вот это всегда интересно. Я вот об этом всегда часто думаю, потому что в своей жизни я много наталкивался на такие необъяснимые совпадения, какие-то необъяснимые наваждения, наводки, откровения. А вот что за время мы сейчас переживаем, да? Что происходит в культуре, искусстве? Мы переживаем неинтересное время, время упадка, время разрушения. Даже мы, наследники великой русской цивилизации, мы в упадке. А что мир большой, который никогда и не знал, что такое настоящая культура, настоящая литература? Они совсем в очень плачевном состоянии. Поэтому вся надежда на будущее, на молодое поколение, которое поднимется. И я верю, все вот плачутся, что упадок, перестали читать. Но ведь была культура, была цивилизация, великая русская цивилизация. Она никуда не денется, она вновь поднимется и поднимет страну, поднимет народ. Я в это верю. А роль интеллигенции в сегодняшней жизни, какова она? А роль интеллигенции ныне может не возглавлять, а сохранять высшие достижения и суметь передать будущим пятиклассникам, будущим юным, которые придут и которые возглавят и поведут. Вот, Николай Алексеевич, вы сказали, что очень много в вашей жизни было мистических. Да. Ага. А вот вы верите в судьбу? Верю, конечно, потому что в своей жизни я очень много наталкивался на необъяснимые наваждения, на необъяснимые, когда события, когда решение принимает мне тобой, буквально тебе
как-то вотчию подводят. А кто подводит? Для чего? Зачем? Это очень сложно. Я это знаю. Поэтому я верю, что не только в какие-то реальные события, не только реальные какие-то дела, но и сюрреальные, которые всегда сопровождают нас. И я верю в звезду своей страны, своей империи. Она вновь станет. И уже сегодня ясно, что самая великая, самая благородная страна — это наша Россия. Хорошо, вот, Николай Алексеевич, еще, если бы вот я так спросил, назовите ваши заповеди для молодых, для молодого поколения, что можно бы... Ну, это очень просто. Служение. Служение своей стране. Служение, в котором человек только часть своего отца и матери, деда и бабушек, дедов и бабушек. А это служение объединяет все поколения. И многие поколения служили нашему государству. И я бы очень хотел, чтобы молодежь тоже не разрушала свое государство, а укрепляла. А сейчас мы идем к дому, в котором жил, дому, музею. музея, в котором жил Платон Алексеевич Аюнский. Это тоже точная копия? Это, ну, почти, конечно, перестроенная, но в основном в этом месте уж точно. Это 30-е годы? Это в конце 30-х годов. Отсюда Аюнский ушел последний раз в Москву, уехал. Да, это, с одной стороны, вот такая восстановленная, практически в том виде, в котором оно сохранилось. Да. Или были какие-то перестройки, изменения? Конечно, перестраивалось много. Николай Алексеевич, музее, вот совершенно, как я вижу, новая экспозиция. Это буквально 2 года назад, да, обновили? Да, в прошлом году только. А, 2019. Ага. И вот здесь вещи, личные вещи Платона Алексеевича, Да. их семьи. Ага. Это здесь кухня, здесь спальня, а это кабинет. Может, кабинет пойдем? Ага. Это вообще уникальный музей, и экспонаты, мне кажется, это уникально. Они показывают то время, в то же время это характеризует и Платона Алексеевича, показывает, насколько он был. И относительно показывает ту эпоху. Да. И, Николай Алексеевич, вот литературный музей носит имя Платона Алексеевича Аюнского. Вот для вас Аюнский, он
Ну вот, очень, скажем так, в нескольких словах можно ли как-то обозначить его значение для вас, для якутского народа, в целом для страны? Ну, для якутского народа и для мира вообще известно, но для меня творчество Аюнского имеет самое прямое значение, потому что если бы он не написал Александра Македонского, то вряд ли я стал бы писать роман о Чингисхане. Да и многие его вещи, которые он как искру зажег, и я стал продолжателем, самым прямым продолжателем. Поэтому я очень преклоняюсь перед писателем Платоном Аюнским. То есть он задал такой уровень и направление для развития якутской литературы. Вот именно. А уровень-то очень высокий. И надо соответствовать этому. Это очень и очень тяжело.